Selam dostlar, bu Elde подкаст. Min Римма, һәм мин татарча өйрәтәм. А я Айнур, и я учусь татарскому у Риммы. Римма, расскажи, какая у нас сегодня тема? Сегодня у нас тема очень интересная. Мы сегодня будем обсуждать, как татарский язык помогает разговориться на турецком языке или изучать турецкий язык. То есть как, зная татарский, учить турецкий. У нас с Риммой и у нее, и у меня есть опыт, когда мы, зная татарский, она в совершенстве, я чуть-чуть, учили турецкий. И очень интересно было бы это обсудить. Как татарский помогает, или это все-таки миф? Эйда подкаст. Учим татарский. Ты сейчас говоришь по-турецки. Я считаю, что я могу объясниться на турецком языке, хотя я его специально не изучала. Давай проверим. Мераба. Merhaba. Nasılsın? Çok iyiyim. İndirim var mı? Ёпта. Это просто базовые фразы для покупок. Индирим — это скидка. Окей, ну я так шучу, типа. Рима, тебе реально татарский помогал, когда ты учила турецкий? Если честно, он очень помогал психологически, очень помогал морально. То есть, если у меня, например, сильный барьер, чтобы разговориться на немецком, на английском, с турецким у меня такого не было. То есть я чувствовала, что у меня есть вот такой фундамент, и я в любом случае смогу донести свою мысль на татарском. Просто если с первого раза не поймут, я буду произносить его по-другому, какие-то гласные, согласные менять. Не местами, а просто вот к на г, на у, и мы как-нибудь все равно поймем друг друга. То есть вот эта вот уверенность, она очень помогала. И когда уже ты знаешь, какие есть у нас как раз общие и очень бытовые фразы, это тоже добавляет уверенности. Например, насмотришься этих турецких сериалов, особенно про мафию, где в обычной турецкой махалле к старшим обращаются, например, или там с уважением, к мужчинам аби, к женщинам абла. И вот на том же рынке, или там в магазине, или где там нужна помощь, если к человеку вот с такой фамильярностью обращаться там аби, абла, быстрее получаешь помощь, быстрее получаешь себе какую-то обратную связь. Вот это мне очень помогало. А вот при изучении... Я хотел бы сразу заметить, что вот уже, да, слышно, аби — это обы, абла похоже на опа, и уже, зная татарский, очень легко запомнить. Да, я знаю, что у них есть какие-то внутренние свои там лингвистические споры, там, вежливо ли говорить абла, нужно ли говорить ханум эфенди, насколько это вульгарно, насколько это... Понебратство. По-простому, насколько это просторечие. То есть, например, они даже спорят на тему кадын или баян, то из них уважительное, что у них применимее, я сказала, окей. Что у них более уважительно, что у них более применимо в официальной и вообще повседневной речи. Но я уже в такие тонкости не вдавалась, но самая база это турецкие сериалы, очень помогал. Я подготовил несколько вопросов. Что я вообще заметил? Я тоже учил, получается, турецкий, зная татарский. Бенда бирас конушиюрум, ама чок и ди. Я сказал, бен конушиюрум — это разговариваю, но в целом другие слова, вот ди, тугель. Он очень похож, получается, такая же логика, просто пишется немножко по-разному, но если ты запомнил, ди, тугель тоже можно использовать. Это вот тот же самый случай, про который я говорила. То есть ты говоришь тугель, турок тебя не понимает, и ты вот этот «т» меняешь на «д». И уже там через пару практик разговорных ты понимаешь, что «г» они не произносят, то есть «и». И вот так у тебя «кэн» становится «гун», «туган» становится Доган. «дуан», да. И быстрее понимаешь логику. Вот, давай начнем с этого. Вот у меня первый вопрос так и записан. В татарском, как говорят ученые, хотя у нас под какими-то подкастами писали, что это ложь, и это конспирология, произошло смещение гласных. Оно называется поволжское смещение гласных. Об этом есть несколько статей в интернете, можно найти, почитать. То есть во всех тюркских языках все говорят мен, и только татарский и башкирский говорят мин. Вот. В турецком, соответственно, то же самое действует правило, там все на «е». То есть там, правда, не «мен» будет, а там «бен». То есть это вот единственное отличие, там вместо «б», вместо «м», там «б».
Вот, и это легко запомнить, это правило. То есть вместо «и» в турецком надо говорить «э». То есть в татарском «и», там «э». И наоборот, где в татарском «э», там будет «и». Давай я буду говорить на татарском, ты на турецком. Мин, Да. син, Ся. без, Без. бис, сис. Сись. Да, то есть где «е», там «и» наоборот. Там есть, конечно, свои сложности дальше, например, «олар», турки говорят Онлар. «онлар», да, и не «ул», а просто О. «о». Следующий момент, это можно по цифрам тоже легко сориентироваться, да, то есть бер, Би. бир. Бир. Да, но они еще «р» сократили, там говорят «битане», ну, типа «ике», помнишь? Ики. Просто «ики», да. «Эш», Уч. «үш», да, то есть и тут следующее еще вот смещение, да, то есть там, где у нас у них «ы», и наоборот. Например, «кус», Бус. да, «үш», и вот дальше «безде дурт», Док. «биш», Беш. и вот тут вот слово, которое идеально совпадает, что в турецком, что в татарском, это «алты». Алты. «Алты» только они говорят, и «алтын», соответственно, тоже остается, и в десятках «алтмыш» также остается, а все остальные десятки тоже немножко по-другому звучат. «Жиды». Еди. Вот да, вот здесь тоже есть же в татарском, что «жюсанжи жюмасан юма», «жюма» или «юмасан юма», тут вот «жиды» просто у них Еди. «еди», да. Тоже интересно. «Сигес». Секес. Ага. Вот тут все правила, кстати, работают. И «е», «и» поменялось, и еще «г» на «к». «Г» на «к» тоже еще раз. «Кус», «гыс», или, например, «курыширбес», они говорят. Горышурус. Угу. Вот, то есть и такие правила, они для татароязычных быстро схватываются, и, получается, язык как-то оседает. Дальше, вот «кг», да, мы говорим «киль», Гель. «гель», да, «тугас», Докус. да, а «ун», Он. «он». А «он», который у нас мука, на турецком, соответственно, Ун. да, то есть «о», «киль», «гель», вот мы обсудили. И еще есть там несколько слов, где в татарском мы говорим «б», а у них «в», например, «бор», Вар. «бир». Вер. Да-да-да, Вера один говорит, ну, просто дай мне, типа, вот. Это первое. Есть ли у тебя еще какие-то замечания по буквам? По Ну, буквам? именно по перестановкам. Нет, я просто это как-то интуитивно понимала еще в первый приезд в Турцию, потому что иногда решает произношение, иногда ты руками как-то показываешь, и уже понятно. Но очень помогает, вот чего не хватает при изучении татарского в среде носителей. Турки тебя постоянно подбадривают. Мгм. Они говорят, какая ты молодец, какая ты умница, ты уже там вот это 3 слова там произнесла. Ты для них уже просто вот как будто бы оказываешь такую честь для их языка, такое уважение. Они тебя подбадривают, они тебя где-то там поправляют. Это очень подбадривает, мотивирует. Да, и они очень любят татар, когда ты говоришь, что ты татар, а особенно кто знает, татар, Татаристан, они это вот прям почти всегда дают скидку, причем не только в Турции, почти в любой части мира, если заходишь в какое-то турецкое кафе. Для меня вообще вот последние годы нестабильности какое-то турецкое кафе в любой точке мира, это была, знаешь, такая типа, не знаю, там, точка несокрушимости, куда ты идешь, где все понятно уже, да, и там тебе знакомы те блюда, ты можешь поговорить на турецком и получить какое-то вот это турецкое гостеприимство, и особенно когда говоришь, что ты татарин, они как бы, ну, это уважают, потому что тюрки, все дела. Они еще могут перепутать с крымскими. Да. У многих в сознании это одни татары. Ну, потому что их много крымских. Да, они могут говорить, у меня дед был татарин, ну, типа, но на самом Потом деле, выясняется, что он крымский, да. Да. Следующий момент, то сильно бросается в глаза, когда они говорят какие-то глаголы, например, мин борам, мин киля, они используют, туда добавляется непривычная татарам частичка йор. Бен гели йору, то есть мин киля. То есть у нас киль гель и йору. Еще этот йор, он такой непослушный, никакого закона сингармонизма, например. Да, он всегда йор. Да, если даже вот мягкое слово киль, там мягкие голосные, гильорум, йор уже поднимает градус, и ты постоянно, не знаю, в уме, конечно, сокращаешь этот йор, и глагол становится уже понятным, татарским таким. Но есть диалекты в турецком, где нет этого йор. Да, где очень похоже на татарский. Да, был сериал такой, где там тесть главного героя был из Антепа, и вот он постоянно говорил «белясь», и это звучало так по-татарски, то есть по-турецки это должно было быть, наверное, «белиорсум», «белясь». Мин беля, бен били йорум,
сен biliyorsun, син беляйся, мы говорим, да, окончание тоже совпадает по факту. О biliyor, ул беля, тут нет окончаний ни в татарском, ни в турецком, только вот майор. Без biliyoruz, bis biliyoruz, без беля, без. И, в общем, вот эти все окончания тоже логику примерно схватываются. Там, да, где-то буковки не хватает, например, ус, да, у них просто biliyoruz. Так вот, кстати, я перед подкастом почитал, и я не знаю, насколько это правда, да, то есть тут должны быть какие-то лингвисты, да, в комментариях, потому что, работ не так много я думал, что сейчас будет вообще море работ, но на самом деле не так много про татарский и турецкий. Вот, я прочитал такое, что юрим это в татарском это юрим, юрим, и у нас же есть килибжитте, барак юрде, и вот так говорили киля юрим, бара юрим, беля юрим. И вот это юрим типа стало, йор присоединилась и стала частью, получается, глагола. То есть киля юрим. Гели юрум. Сомнительно, но... Сомнительно, но чтобы просто запомнить, например, как мнематическая схема, может быть, кому-то поможет. Дальше. Как мы с татарским говорим? Вы можете дать? Бираласовна. А на турецком? Бираласовна. Да, то есть у нас вместо... Мы говорим ола, да? А киля оласыңмы, ола олабызмы. А в турецком это билир. Это тоже можно запомнить. Когда мы хотим сказать на татарском ола, киля оласыңмы, на турецком говорим билир и, соответственно, окончание. Да, у них вот вопросительное окончание. Мэме перепрыгивает через личное окончание. В татарском же так же? Нет. Киля оласыңмы? Киля оласыңмы мы в конце. А у них? В середине. Еще раз. Гиля бедермысың. Сым в конце, мэ перед сым. Поменялись местами. Это тоже, просто запомнить, это очень легко. И еще мне нравится, что вот как мы сокращаем без гилирус, а татарча без килявус. Они тоже точно так же. Они сокращают без, то есть личное местоимение убирают, потому что по глаголу понятно, о ком идет речь. Обо мне или о нас, или о ком-то. Да. А вот это мне очень нравится. То есть ты понимаешь, что ты уже родилась. С такой сознанием этой фишки. Да. То есть вот то, что тюркская грамматика, она в турецком быстро перехватывается. Даже с базовым татарским, не с таким шикарным, как у Римы. Следующее, что мне помогало, вот это очень много общих слов, которые там союзы и так далее. То есть не основные слова, не существительные, сказуемое, прилагательное, а вот, например, но, да, у них то же самое. У нас амме, у них ама, да, просто. Мы говорим месаля, они говорят Масаля. Да. У нас есть слово агер, если. У них тоже щенки. Щенки. Да, щенки, потому что вот диль, тугель. И таких слов тоже быстро набирается, и мозг подхватывает, чтобы строить сложные какие-то предложения. Потому что у нас слишком много общих арабизмов. Да. Например, я вот это вот таби постоянно забывала, хотя это наше слово, табигы. Естественно, конечно. Вот мы говорим альбетта, они говорят таби. Альбетта там, кстати, тоже есть. Тоже говорят эльбетте. Да, есть. Но они постоянно говорят таби. И когда я в первый раз вот зависла и говорю альбетте, они чуть не пальцем на меня показывали, типа, она знает слово альбетте. То есть для них это такое книжное слово, это какое-то высокое слово. Они очень удивились. Конечно, я там удивляла постоянно. Например, я не знала вот эту вот конструкцию типа «ала бельдермием», «тижи бельдермием» или что-то такое. То есть когда ты в кафе, например, говоришь не просто «мне чай, пожалуйста». Ой, зря я так сделала, нельзя так делать. Нигде так нельзя делать. Когда ты говоришь «мне чай, пожалуйста», «мне кофе, пожалуйста». Нет, у них как говоришь «могу ли я взять кофе», «могу ли я взять там стакан чая», там кружку чая. И я вот этого не знала, и вот у нас же конструкция «можно ли мне?» Можно выйти, можно почитать, можно взять. И я постоянно вот этим «мумкинма», они уже просто вот, какой-то 5-й раз просто закатывали глаза и говорили «Римом, мумкин». Просто молча бери, вот не мучи нас этим мумкин. Потому что они понимали, что мне сложно вот этот вот запомнить. Да, кстати, мумкин — это тоже у меня любимое слово. Мумкин, я постоянно это использовал. Да. Они понимают, что ты вот просишь разрешения, да говорят, все уже делай. Просто отстань от нас, если понимаем, что тебе надо, а ты не можешь запомнить вот это вот бельдермиум. Да. Это тоже, такое это слово, как спасательный круг, но не этот... Не очень правильная, не очень турецкая конструкция. Да. Вот, кстати, в принципе, вопросительные то же самое «м», да, то есть варма, барма, что-то в наличии, да. Например, если мы там в маршрутку заходим, мы говорим бош, буш, иер, жир, у них место, да, иер.
Варму. Пушьер варму. Типа, есть ли свободные места? Я еще молчу про эти русско-турецкие каламбуры, типа дурак, Баран, имя действует. бардак. Бардак — это просто вот маленькая чашка чая. Кстати, вот дурак тоже, да, это от, вот, например, дур, это просто, ну, Тор. стой. Тор. Тук-так. Тоже, да, Д, Т, У, О, схватили все, типа. И дурак тоже, ну. Вот, кстати, гириш — это керю, да, вход, чигыш — это чикыш. Это выход, тоже легко понимается, а чик, да, но ябы, кстати, это будет капала. Капалы. Ну, в татарском тоже Копка. есть копка. Как, кстати, крышка будет на татарском? Копкач. Копкач, да. Тоже вот накрывать, закрывать, в татарском этот глагол будто бы, ну, используется, да? И тоже вот такой же каламбур. А мы с другом что-то готовим, тут какой-то кастрюля, и я настаиваю на том, что надо закрыть крышку. А он что-то вот застрял, типа, а стоит ли, а надо ли, и все это на турецком. А я уже понимаю, что у меня мозг закипает уже какая-то кастрюля, и я просто уже говорю «яп», то есть по-татарски «закрой», Да, да. а по-турецки это Это звучит сделай. «сделай». Да. Мы оба посмеялись, конечно, как это прям удачно получилось, вот, стечение обстоятельств. Прям, конечно, ты все закрыл, мы потом еще долго обсуждали, насколько это прям совпало. Это, кстати, тоже очень интересная тема, что в татарском и турецком звучит одинаково, но совершенно другие значения. Да. Я, например, в самом начале... Особенно с рахмет, да? Да, рахмет, у них такое слово тешеккурлер, но легко запомнить татарам, потому что мы говорим Аллага шикр. Вот это шикр, тешеккур, просто ты добавляешь, и типа, ну, там, тешеккур идерим, типа тешеккурлер, спасибочки, типа. Я хотел вот про что, про самый популярный. Да, нет, да, в татарском у нас нет юг, у них тоже йог, но йог типа отсутствует, но тоже можно, в принципе, везде говорить. Я везде говорил, но они как говорят, какое слово в основном? Хайр. Хайр. Вот. А да, у них это Evet. evet. И очень похоже, смотри, у меня это как было на эйбет. Да. А вот хорошо без да, точнее, как мы говорим татары, да, эйе. Е. А хорошо у турок И. и. И вот я вот так запомнил. И, эйе, evet, эйбет. Вот. И, может быть, даже, кстати, есть лингвистическая связь, но я лично не знаю. Но я так запомнил и так это освоил. Да, есть лингвистическая связь. Даже наше татарское слово «иглек», я думаю, именно от этого корня «и». Еще я вспомнил, как турки говорят «нет». Это как раз на вопрос варма. Да. Они вот так лицом говорят. Или они говорят «хич». Еще мне очень нравится у них вот эта вот конструкция, когда они говорят «малясов». К сожалению. Да. И ты стой и думай, вот что случилось, почему малясов, кого мы жалеем. А он, оказывается, говорит, извините, к сожалению, нет. Будущее, например, килящак, да? А мы говорим шлиящак, килящак. И в турецком то же самое. Дурачок. Да, то есть вот это чак вообще идеально. И прошлое, кстати, такое же. Эшлядем, кильдем, гильдим, яптым, да. Юздым, да, по-моему, ну, плавать юзерга. Яздым написал то же самое. В общем, здесь алдым. Все то же самое. В этот момент будущее, прошлое быстро осваивается тоже татарами. И вот интересное, я такое замечание сделал. Я раньше, когда читал старые татарские книги, не зная турецкого, многое было непонятно. Но когда я выучил турецкий, это помогло мне понимать, например, того же Тукая. Да. Те же самые Шурали и Суанаса, например, там нету щащ. Там не щащ, а как? Сач. А это турецкое слово. Ну, Шурали и Суанаса еще очень легкие примеры привели. А еще не кебек, миним кебек. А как-то тоже говорят кебек. Гиби. Гиби. И как у Тукая? Киби. Киби. Да, то же самое. Вот постоянно, да, вместо хэм. К нашему Да. Да, это и, кстати, это и в арабском, и в турецком, да. Это и. Любимое слово Тукая инсан. Кишеляр, киши. Хотя да. в турецком тоже есть киши. Да. Любимое слово Тукая дакика. Минута. Дарзе. Некоторые. Дарзе дамляр. То есть после турецкого, конечно, Тукая начинаешь больше слышать. Да. То есть о чем именно? То есть без всякой адаптации. А турецкий язык тоже уже... Обновился? Ладно, пусть будет обновился. Я хотела сказать немного очистить. Слушай, но есть вот, например, исконно тюркские слова, которые есть в татарском. В турецком они тоже были, но сейчас не так популярны. Например, просто цвета. Черный-белый. Как будет белый по-татарски? Ак. Но в турецком сейчас это слово? Бияз. Бияз. А кара? Кара. Саях. Саях бияз, да, это черно-белый тип. Но при этом у них ак Денис,
Хара Денис, то есть эти слова считаются немножко устарелыми. Типа. Ну, там светлые, темные. Но когда ты говоришь «ак» вместо слова «бияз», они такие и понимают. То есть Да, они да. понимают, о чем ты. А еще вот есть такие слова, например, балалар. У нас балалар, у них тоже есть это слово, но оно тоже считается старым. Они говорят чуджуклар. Чуджуклар. Да, но при этом бала тоже понимает. И таких слов тоже можно набрать. Я еще могу сказать, кому легче вот схватывать вот эту турецкую речь и кого легче понять туркам. Это мишари, потому что у турков нет, как у нас, твердого «х», они не говорят «калям», они говорят «калям». Да, да. И ще нет у них все че. Да. Буквы «а», кстати. Они говорят «кехве». Ну, вот так я говорю «кахве», потому что там «а». И так много там таких вот моментов. И «а» у них тоже есть несколько вариантов. То есть в алфавите там одна буква, а так есть «а» с шапочкой и прочее. И сейчас, по-моему, уже утвержден этот алфавит, да? Общетюркский. Да. Ну, 34 буквы. Он утвержден, он, конечно, не совпадает с Заман Алиф 2, который Потому шикарен. что с татарами там никто не советовался. Да. Вот, у них, кстати, да, в турецком нету звука «в». То есть у нас есть там «ватан», у них просто «ватан». Да. «Вакат», просто «вакат» будет. Да. В этом плане фонетически татарский сильно богаче турецкого, сильно богаче. Он сохранил вот эти какие-то тюркские элементы, когда у нас, да, 2К, 2Г, и вообще лингвисты рассказывают, что больше раньше этих пар было. В турецком немножко все упростилось. Вот звук тоже где-то слышно, но на алфавите его нету. Например, там иногда ляр они говорят как ляр, или гузель тоже звучит сильно как наше да, гузель. Гузель самое популярное турецкое слово. Чем гузель? Очень красивое. Ну, у них не обязательно, что это про красоту, это типа хорошо. Гузель. Это очень весело, интересно. И у них, по-моему, нет такого женского имени, как у нас. Да, вот последняя тема у меня, которая есть, это имена. Я, когда бываю в Турции или разговариваю с турками, это главный прикол вот моего общения. Айнур, Биздабу Баян, Ада, типа, у нас это женское имя, и начинают угорать. И вот таких имен, там, Айнур, Айзад, у других тоже тюркских народов это женские имена, но, например, у нас есть Султан, мужское имя, а в Турции это женское имя, Султан. Например, у них есть имя Лейсян, я один раз встретила, это мужское имя. То есть в одном подъезде жила моя знакомая татарка Лейсян, и она знала, что в этом подъезде живет еще одна Лейсян, но эта Лейсян оказалась мужчиной. Оказалось. Да. Еще был такой веселый случай, когда ко мне приехала Гузель, татарка, и я своим турецким друзьям представляю, типа, «Бу бенем аркадашим Гузель». Они такие, то, что она Гузель, мы уже поняли, окей, типа, видим. А как ее зовут? Я говорю, ее зовут Гузель. Типа, то есть это был какой-то у них этот комплимент тоже, и причем такой уместный. Предлагаю на этой ноте закончить. Друзья, если вы тоже находили, когда учили турецкий, какие-то интересные совпадения, что-то подметили, пишите в комментариях. Если вы знаете какую-то классную методичку, книжку, учебник, тоже пишите. Давайте друг другу поможем вместе с татарским. С помощью татарского учить турецкий и другие тюркские языки. С вами был Айда подкаст. Меня зовут Айнур. Подписывайтесь на наши соцсети. Там ежедневно в легком формате можно учить татарский язык. Учите язык на нашем сайте, в наших соцсетях. Меня зовут Рима. Это был Айда подкаст. Сау была вас. Тогда по-турецки прощаемся. Görüşürüz. İyi günler. İyi akşamlar. Я уже даже забыл, что еще можно. Хосчакал. Гуля-гуля. Айда подкаст. Учим татарский.